Добрый вечер. С вами программа «Якутия Лайф» и ее ведущая Ирина Ефимова. Чуть больше года весь мир живет в условиях пандемии. Она ударила не только по экономике, здравоохранению и другим сферам жизни, но и по психологическому здоровью людей. Сегодня 24 марта, Международный день борьбы с депрессией. Ну, не сегодня, завтра, да. Я уже в завтрашнем дне живу. Дату эту учредили, чтобы обратить внимание людей, медучреждений и социальных служб на подобные заболевания. Депрессия распространена во всех странах мира. От нее страдает более 350 миллионов человек. И накануне Всемирной даты мы решили поговорить о депрессии со специалистами. Так ли много людей, страдающих депрессией на самом деле? Или свое плохое настроение и безразличие некоторые просто прикрывают этим модным диагнозом? И сегодня с нами на связи системный семейный психолог Алена Шкулепа, психолог, специалист по психосоматике Ксения Шашурина и медицинский психолог Якутского республиканского психоневрологического диспансера Елена Токарева. Добрый вечер. Задать свой вопрос нашим экспертам зрители могут в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Елена, первый вопрос вам. Вот вы сами, наши коллеги, друзья, иногда говорим, что ой, мы в депрессии из-за работы или из-за проблем дома, но чаще всего это просто стресс, усталость или недосып. Вот какие симптомы у настоящей клинической депрессии? Какие виды депрессии существуют? Депрессия в первую очередь выражается в постоянном подавленном настроении, состоянии хронической усталости и потери интереса к тем вещам, которые интересовали человека ранее. Также у человека нарушается сон, теряется аппетит и замедляются мыслительные и двигательные процессы настолько, что человек даже не может почти встать с кровати. Такое тоже бывает. Его могут раздражать громкие звуки, его могут раздражать яркий свет. Человек меньше хочет с другими, круг общения, мысли. Ага. Спасибо, Елена. Мы вас плохо слышим, поэтому следующий вопрос отдадим Алене. Алена, кто пациенты Елены, мы уже примерно выяснили, и к вам же приходят люди с депрессивными проявлениями. Вот как выглядят эти симптомы? Вы знаете, очень по-разному выглядят эти симптомы. Естественно, вообще слово депрессия, оно такое очень сильно на слуху, и очень многие люди действительно сниженное настроение за депрессию принимают. Вообще это такая расхожая фраза «я в депрессии». Вот. Поэтому, конечно, приходят прям даже с таким, с депрессивным, но бывают истории, когда это действительно депрессия, и тогда, конечно, моя задача работать совместно с психиатром. А бывает, конечно, ситуация, когда это действительно проявление, и тогда просто проводится дифференциальная диагностика, и тогда уже с пациентом работает немножко по-другому. Вот так. Спасибо. Ксения, как депрессия проявляется у взрослых людей с точки зрения психосоматики? С точки зрения современной психосоматики, в основе любой болезни есть психологический компонент. Один из факторов, то есть некий элемент мозаики. Довольно опрометчиво считать его основным или главным, но и игнорировать тоже. Депрессия сама по себе считается заболеванием психики, поэтому здесь мы ищем соматический компонент, потому что психосоматика – это связь психики и тела. То есть, если человек приходит с симптомами депрессии, здесь очень важно в первую очередь исключить чисто соматические расстройства, такие как дефициты, заболевания ЖКТ, неврология, гормональные сбои. Потому что если, допустим, у человека хроническая гипоксия, многолетняя депрессия у него будет. Если гормональные дефициты, то там тоже не до амбиций, ни до чего. Летит все комплексно. Тут важно понять, с какого конца, с какой стороны начинать заходить. И вот когда соматика исключена, выделяются симптомы, чаще всего у людей органы мишени при депрессии – это
ну, это иммунитет, то есть сердечно-сосудистая система, головные боли, нарушение пищевого поведения и ЖКТ. И подчеркну, психика и тело неотделимы в случае депрессии и подавно. Поэтому очень важно понять, какая часть требует психолога, психиатра, а какая скорее находится в компетенции хорошего терапевта, эндокринолога, невролога, и при каком раскладе чисто медицинские манипуляции, наоборот, будут неэффективны. Мгм, спасибо. Елена, а как много людей с депрессией у нас в Якутии? И возросло ли их количество за период пандемии с марта прошлого года? В целом, за первые 3 месяца уже обратилось с вопросом именно вот депрессии 161 человек. Ого. Это в целом число очень возросло, потому что за 2020 год обращений было всего 222. Ну, в целом можно, конечно, сказать, что пандемия повлияла очень сильно, потому что люди не были, да, готовы. Это сильный стресс, потому что самоизоляция, это тревожность за своих близких, за здоровье себя и близких. Кто-то потерял членов семьи, кто-то потерял работу. И это все комплексно, конечно. К тому же мы впервые столкнулись с этим заболеванием, что, конечно же, незнание, что и как, это вот очень сильно влияло и на уровень тревожности, соответственно, и на уровень депрессии. Но опять же, я хочу сказать, что это люди именно, которые обратились. Есть же люди, которые, к сожалению, считают, что они или сами справятся, либо они считают, что специалисты им не помогут, либо многие стесняются обращаться к психиатрам за данной проблемой и к психологам в целом. Поэтому, скорее всего, число на самом деле намного больше. Это понятно. Ну, наверное, психологически проще, простите за тавтологию, все-таки прийти не к психиатру, а к психологу. Вот, Ален, к вам, когда приходят люди и говорят, у меня депрессия, они какие симптомы описывают? То есть, с чего они это берут? Ну, знаете, чаще всего это все-таки симптомы эмоционального выгорания. Потому что, конечно, эмоциональное выгорание усилилось, ну, собственно, как и вся тревожность на фоне вообще пандемии в частности. Естественно, люди не очень понимали, что происходило. И, конечно, приходят в основном с тем, что усталость, с тем, что нарушены когнитивные способности. То есть человек плохо соображать начинает, у него не хватает сил, он не может иногда подняться с кровати для того, чтобы начать что-то делать. Вот он был активный, а вдруг тут перестал быть активным. Женщины очень часто говорят о том, что повышается плаксивость, и очень хочется вот просто там полежать в подушку, порыдать и больше вообще ничего не делать. Вот. Ну, естественно, там со всеми сопутствующими после этого последствиями, и в связи с тем, что я все-таки семейный системный психолог, поэтому у меня очень часто приходят именно связанные с семьей какими-то вещами, и, конечно, это влияет, это состояние, на всех членов семьи, либо, кстати, то, что происходит в семье, влияет как раз на состояние человека, который приходит и говорит о том, что у него депрессия началась там, на фоне, например, там, не очень хороших отношений с супругом или трудностей с детьми. Вот такая тоже бывает история. У меня к вам вдогонку личный вопрос, а может ли быть эмоциональное выгорание у 11-летнего ребенка? Просто у меня вот дочка не хочет учиться, я говорю, что с тобой? Она говорит, я почитала в интернете, мне кажется, у меня эмоциональное выгорание. Замечательная вещь интернет. Вообще, слушайте, зачем специалисты, если есть интернет? Правда, коллеги? Я не думаю, что у вашей дочки эмоциональное выгорание. Я думаю, что там вопросы, связанные с мотивацией. Поэтому, знаете, я вам скажу, как большинство психологов, приходите, разберемся. Потому что на самом деле не все так страшно, как иногда родителям кажется. Спасибо. Ксения, следующий вопрос к вам. Может ли психолог, в привычном понимании этого слова, чем-то помочь человеку с диагнозом клиническая депрессия? И сталкиваетесь ли с такими вопросами от клиентов, или вы их сразу к психиатрам отправляете? Работать в команде с хорошим психиатром – это прям ценно. Да, но с диагнозами работают врачи. Психолог работает с состоянием, некомфортным для человека. Как правило, на уровне психики в основе это чувство вины, обиды, что-то не сделал, не успел, не совершил, не стал, пошел не по своему пути. И я работаю с этим. Ведь депрессия – это не просто диагноз, за ней стоит
целый ряд событий, эмоций, стратегий. И работая с человеком, соответственно, я работаю не с диагнозом, как человек, не медик, а с последствием вот этих всех вещей, о которых я говорила ранее. Как правило, депрессивные люди — это те люди, которые воспринимают мир через состояние, ну и через состояние отсутствия смысла. Они так научились. И вот задача психолога, моя задача — научиться их радоваться, чувствовать, жить. И вот первое здесь развитие чувствительности, потому что одна из характеристик депрессии — это когда отрубается тактильность. Это один из признаков депрессии, это своего рода анестезия. И часто даже люди при депрессии не идут к врачу, если у них там какая-то стадия рака, у них все разваливается, но они не чувствуют боли в том числе. И так как я ориентируюсь на сигналы тела в работе, у людей с депрессиями, конечно, там своя особая симптоматика, свои проявления, они стерты. И поэтому всегда наша работа начинается с развития чувствительности. Это погружение в себя, либо через образную сферу, либо через телесную. Это гипноз, иногда даже болевые техники, там стояние на гвоздях, там на специальных вот этих досточках. Рекомендации в виде массажа, бани и прочих других специалистов, они все туда входят. Но эти способы дают ресурс. В основе всегда боль и какая-то ее причина, от которой человек ушел в это состояние. Люди с депрессией приходят нередко. Люди с подтвержденным у психиатра диагнозом приходят редко. Такие бывают. И если, например, принимают антидепрессанты, то с ним вообще в принципе уже особые стратегии работы. Это вообще другой клиент, абсолютно другие подходы. К примеру, последний такой клиент у меня жаловался на боли в животе, причем только по выходным. Исключительно. И этот симптом мы устранили, естественно, в какую-то глубинную причину его депрессии. Просто не стали заходить, потому что и с его стороны запроса не было, и психиатр там уже работал. Вот. Спасибо, Елена. А из-за чего депрессия возникает? То есть нужна ли какая-то причина действительно, или это может быть просто какая-то биохимия мозга, ни с того ни с сего депрессия? И правда ли, что депрессии больше подвержены женщины, чем мужчины? На самом деле женщины просто более эмоциональные, поэтому, да, более подвержены, но на самом деле есть один большой положительный момент, что женщина может и рассказать, и выплакать, а вот мужчины, они все держат в себе, и как у них идет потом как ком, да, им немножко сложнее с ними работать, потому что если женщина еще более идет активно на контакт, она приходит за помощью, мужчины, к сожалению, не всегда признают этот факт, да, что вот им нужна помощь. А причины, конечно, депрессии бывают различные. Это может и психотравмирующие быть ситуации, и когда очень длительные какие-то стрессовые ситуации, конфликты на работе, конфликты в семье, когда это нерешенные, да, вопросы, это вот как ком все нарастает. Это застаревшая психологическая травма, которая может выйти в детстве, она закрылась, да, психика так сработала, и потом во взрослой жизни она выплывает, и тогда человек вновь переживает эту ситуацию, и может у него наступить депрессия. На самом деле, причин депрессии бывает много. Самое главное, на самом деле, вовремя на это обратить внимание, чтобы она не превратилась в тяжелую форму депрессии, с которой очень сложно потом работать, и уже действительно там будет необходим именно психиатр и медицинская помощь. То есть я правильно поняла, что какая-то причина все равно должна быть? То есть не может на пустом месте вот раз и включиться? В целом, мое мнение, что все-таки должна быть причина. Просто не всегда эту причину человек может осознавать. Понятно, спасибо. Алена, вы системный семейный психолог и уже сказали, что депрессия одного из членов семьи может влиять на других. Вот как она влияет и может ли повлиять так сильно, что становится заразной? То есть там глава семьи в депрессии и все остальные вслед за ним. Может.
Вы знаете, психиатры вообще говорят про то, что, как правило, нужно диагностировать не того, кого привели лечиться, а начинать с того, кто привел. Вот это такие вот внутренние психиатрические шутки. Что касаемо психологов, конечно, можно, но просто тут заразность не имеется в виду, что заразность, ну, там, в некой вирусной истории, да, там, в медицинской. А, конечно, когда ты подвержен вот этим всем влиянием и настроением, конечно, будет снижаться настроение. Ну вот представьте, ребенок в подростковом возрасте, там, допустим, в 12-13 лет, и мама у него лежит, просто встать не может, вся в слезах, и вообще не очень понимает, как ей жить дальше. Ну, я сомневаюсь, что ребенок на фоне этого будет там радоваться и скакать, и говорить: ой, маме так плохо, а мне тут, знаете, чудесно. Там рано или поздно все равно это каким-то образом начнет отражаться на всем. И с точки зрения вот как раз семейной системы точно будут отражаться все эти вещи, и там можно даже проследить, где, в какой момент как раз именно это началось, и, собственно, почему это вообще происходит именно сейчас. И как раз хочу поддержать коллег, говоря про то, что действительно нужно на ранних стадиях приходить, потому что у нас, у россиян, есть любимая история. Мы себя, как правило, очень плохо чувствуем физически. И да, когда уже глубокая депрессия, там, конечно, даже до врача не доходит, но очень часто мы ходим лечить какие-то вот даже депрессивные проявления, мы ходим лечить к терапевту. Дайте нам таблеточек, там, давайте мы поддержим сердечко, давайте мы витаминки попьем и так далее и тому подобное. На самом деле, как-то разбираться с этими внутренними проблемами, которые влияют и на психосоматику, и на соматику в любом случае, как-то разбираться не очень хотят, особенно мужчины, к сожалению. Не в обиду им будет сказано. Вот, поэтому вот если есть сложность, ну что вам стоит? Ну придите, попытайтесь хотя бы с этим разобраться. По крайней мере, скажите себе спасибо, что вы этот шанс использовали. Ну, вот такое пожелание мне хотелось сделать. Да, хотелось бы донести его действительно до зрителей. Если чувствуете, что что-то не так, нужно обращаться к специалистам, конечно. Ну, вы заговорили о психосоматике. У меня вопрос к Ксении. Как психосоматика депрессии проявляется у подростков и детей? И как депрессия матери влияет на состояние ребенка? Таким одним из самых распространенных психосоматических проявлений депрессии у ребенка является то, что именуют СДВГ или гиперактивность. Ну, понятно, что там есть и неврологический компонент, но таким образом дети уходят от вот этой боли, которую они чувствуют. Они убегают, выпадают. И, может быть, вы наблюдали, как из очень шустреньких, вот таких шелопопых мальчишек, чаще, ну, девочек, вырастают увольни, которым ничего не надо. Это одно состояние психики, по большому счету. Просто с возрастом человек учится отмораживаться. И дальше уже все как у взрослых. Специалисты связывают со склонностью к депрессиям само течение родов, то есть как появился ребенок. И понятное дело, что в наименьшей степени подвержены депрессиям ребятишки, рожденные естественным путем, без препаратов, стимуляции и прочих вещей. Современных подростков шлифует в этом плане гипернапряженность, обилие информации, обилие требований. Отдельная категория, так называемые золотые детки, там, ну, противоположность. И вот, кстати, их тип депрессии сходен с той депрессией, которая бывает у наркоманов. Ну, там такая вот, они уже там лет с 13 всем присыщены, чувственная сфера перегружена, ничего не надо, интерес к жизни не сформирован. И, конечно же, основную стратегию в данном вопросе ребенку задает мать. Ну, она собой, буквально своим телом учит ребенка переживать, проживать, чувствует, показывает. И если мама заморожена, если она в депрессии, то, конечно же, чувственная сфера не будет развиваться должным образом, ребенок потом сам не сможет свои эмоции как следует проживать. Депрессивные мамы плохо чувствуют потребности этого своего ребенка, и, соответственно, ребенок привыкает свои потребности игнорировать, не удовлетворять. И в итоге база для депрессивных расстройств у нас готова. То есть это очень опасно. Елена, а как в домашних условиях проверить себя на симптомы депрессии самостоятельно? Вообще, может ли человек с депрессией справиться с ней сам? И как членам его семьи или друзьям с ним себя вести, как ему помочь? То есть вот понятно, что похлопывание по плечу и говорить там все у тебя будет нормально, это как бы не поможет. На самом деле все зависит от степени выраженности депрессии, потому что понимаем, да, что если она умеренная или тяжелая, то человек самостоятельно и благодаря близким он уже справиться не может, ему нужен специалист. Но депрессия, например, ситуативного плана,
то в целом, если у человека очень сильные внутренние ресурсы, он справляется с этой ситуацией, он может сам отработать, он может справиться. Но, опять же, это зависит еще от семьи, от близких людей, насколько они его поддерживают. На самом деле, простым похлопыванием по плечу с фразой о том, что ты не беспокойся, или у кого-то там уже хуже, на самом деле это обесценивание чувств человека. И человек, наоборот, может закрыться, и тогда его уже с этого состояния вывести гораздо сложнее. И уже друзья или родственники не смогут. И будет уже необходимо обращаться к специалистам. На самом деле самое главное в данной ситуации дать человеку понять, что вы его поддерживаете, вы понимаете его состояние, и не говорить о том, что ничего страшного, это пройдет. Это самое главное. Чтобы человек понимал, что вы его понимаете, вы его поддерживаете. И что вы относитесь серьезно к его проблеме, получается? Да. Угу. Чтобы готовы его выслушать, и если даже вам кажется, что эта ситуация маленькая и не стоит на нее обращать внимание, но на самом деле для этого человека эта ситуация может быть и глобальных масштабов. Это тоже надо просто понимать. Просто чаще всего бывает, что вот ребенок может рассказать какую-то проблему родителям или подросток, а мы говорим, ничего страшного, там пройдет. Ерунда какая вообще, все... Ерунда какая, все пройдет. Да. Алена, следующий вопрос к вам. С какой самой частой проблемой к вам приходили люди в период пандемии? И вы проводили онлайн-консультации или очно принимали? Это ко мне вопрос, да? Это к Алене, да. Ага, да, простите, про связь, про Пулька. Знаете, удивительное рядом. Я на самом деле, действительно, когда началась пандемия, готовилась именно к работе онлайн. До этого у меня очень небольшой был опыт в работе онлайн. Я, честно говоря, поднапряглась по этому поводу. Как-то я привыкла офлайн работать. Но где-то около 90% клиентов, которые ко мне приходили офлайн. Поэтому мне, конечно, пришлось купить сразу бактерицидный рециркулятор и все оборудовать для того, чтобы вообще принимать в этих условиях. Но... Действительно, то ли это был такой один из способов пообщаться вживую с человеком, но вот это вот у меня как раз была именно офлайн история. Вот так. Ксения, следующий вопрос к вам. Как с точки зрения психосоматики у людей проявилась пандемия? То есть большинство людей ведь не были готовы к удаленной работе, к учебе, к ограничениям, самоизоляции. Вот даже наши гости не были готовы. Да. Но вот отсутствие возможности двигаться, свежего воздуха, снижение доходов, это все естественным путем поубавили запас ресурса и психики, и тела. И стало очень много страха, он транслировался со всех сторон. Классика психосоматики сильного страха смерти – это заболевание легких. Также есть в психосоматике понятие синдром беженца. Это такая реакция рыбки, выброшенной на берег. Я не выживу, я не справлюсь, я не в своей тарелке, мне непривычно, меня не спасут. На уровне физиологии синдром беженца вызывает задержку жидкости в организме, и врачи знают, что именно отеки осложняют течение любого заболевания и даже могут приводить к фатальным последствиям. То есть, когда есть что-то плюс отек, это всегда хуже, чем его нет. Часто это происходило в реанимациях, и вот эти все страшные случаи. Когда люди оказались заперты дома, они поняли, они разглядели, с кем они живут. Они, в таких условиях врать себе гораздо сложнее. Тут обострилась психосоматика территориальных конфликтов, сексуальных конфликтов, кожа, репродуктивная система, понятное дело, тоже взвыли. Кто-то впал в самообесценивание от того, что он не смог адаптироваться к новым условиям, у него что-то не получалось. Это тоже гигантский пласт болячек, это все связано с определенными органами и системами. Сейчас все это продолжается, последствия еще будут довольно долго. Плюс добавилась тема вакцинации с этими неоднозначными мнениями с обеих сторон, эти прививочные войны. И все это, конечно, не способствует здоровой психосоматике.
Конечно, с другой стороны, многие, наоборот, нашли себя, нашли там дело, открыли, на масках обогатились, проверили на прочность отношения. Ну и тут, короче говоря, у кого как. Мгм. Спасибо. Елена, вы сейчас находитесь в отпуске по уходу за ребенком. Говорят, что с послеродовой депрессией сталкивается каждая пятая женщина. Вот в чем она проявляется и как ее отличить от простой усталости? На самом деле тут важно понимать, почему появилась послеродовая депрессия. Это ведь может быть связано гормональным сбоем, что очень часто выражается. Это нехватка витаминов. И это, конечно же, должен решать уже врач, да, направить на лечение. Психологические показания, это вот может быть, очень часто бывает, что женщина после родов становится недовольна своим внешним видом. Она не досыпает. Иногда вот раздражает крик ребенка, плач ребенка, да, что вот и женщина становится очень нервозной. Она очень резко реагирует именно на своего ребенка. На самом деле, вот часто бывает так, что вот женщина очень долго не досыпает, у нее пропадает аппетит, она перестает общаться, и она просто хочет куда-нибудь сбежать. Либо бывает, что это всю агрессию она выдает на своего ребенка. Это, к сожалению, такое бывает. И желательно просто, когда вот нарастает этот ком, иногда просто сделать передышку. Спасибо, Елена. Но еще есть такой момент, что не все беременные мамы, женщины, да, и уже мамочки, знают, что в каждой поликлинике есть психолог. Как бы, что она может обратиться к психологам, там клинические психологи, которые помогут и направят. Потому что даже помогут социальными какими-то вопросами, подскажут, куда обратиться, если есть семейные проблемы. Такое тоже бывает. Спасибо, это очень важно. Ксения, вот вы сами многодетная мама, расскажите, как справляться с послеродовой депрессией, сталкивались ли вы сами с подобными симптомами? Ну, вообще, самым первым делом нужно завершить у мамочки все надежды на то, что ее жизнь будет такая же, как раньше. Вот не будет. Важно выяснить у мамы, знала ли ты, что вот будет так. Потому что очень часто сейчас женщины ни разу не видели детишек, потому что много детей по одному вырастают, родственники живут обособленно, и вот они думают, такая фоточка в Инстаграме, кружевное платье, и тут вот. Важно донести, что материнство — это сложно, но это любовь, это новый этап развития женщины. И это такой труд. Проблема в том, что женщину научили галлюциногенному восприятию материнства. Во многих случаях это вот этот конфликт ожидания, реальность. Важный момент здесь тоже, как и с любой депрессией, это работа с чувствительностью. Мама обычно настроена на малыша. Но важно быть внутри себя, а не внутри малыша. И именно так, через себя, я смогу его по-настоящему чувствовать, а не какие-то свои галлюцинации туда навязывать. Очень часто послеродовая депрессия бывает у тех женщин, у которых не решены вопросы с мужем, особенно когда он есть, а поддержки нет, потому что когда мужа нет, депрессии, как правило, не бывает. Нет мужа, нет депрессии. И тут очень важно, вот может ли женщина подойти к мужу и сказать, мне нужна твоя поддержка прямо сейчас, вот в эти 5 минут, и чтобы он все бросил, отложил, обрадовался, что спросила. Я не призываю это делать каждый день 20 раз, но если такая уверенность у женщины, это важный момент, и если нет, то есть смысл работать над отношениями. Когда родители — это пара, когда они вместе, то здесь меньше вероятности депрессии, потому что они вместе в этом развиваются. Вот как у меня это было. С первого ребенка у меня депрессии не было, потому что у меня точно была мания. Я выскочила в 5 месяцев на работу, получила высшее образование, которое мне, в общем-то, не пригодилось, собрала все возможные профессиональные награды. Это хорошая стратегия, если в ней не зависать. Со второй беременностью я ушла в хорошую маму. Прививки по графику, и чтоб никто там не чихнул с ребенком. Но в 2 месяца коклюш, потому что от коклюша прививка в 3 месяца, то есть не успели.
Тогда мозг, конечно, встал на место. Это было достаточно серьезное для меня испытание, это страшная болезнь. И тогда как раз-таки я стала изучать психосоматику, работать над собой, над своими реакциями, получила образование. Ну и рождение самой младшей у меня прошло в этом плане более гладко. С ней там, мы обходимся без жаропонижающих, без антибиотиков. Она хорошо ест, адаптируется в социуме. Это вот единственный у меня такой ребенок в результате моего какого-то личного прогресса. Возможно, там с 4-м я бы научилась чему-то еще, но об этом сейчас не будем. Ну и, конечно, я как большой ипохондрик своевременно занялась своим здоровьем, компенсировала все дефициты, сделала капельницы с железом. Ну, много отдыхала, много училась, много работала, но иначе никак. Спасибо, Ксения. Ален, во времена наших родителей понятие послеродовая депрессия вообще не существовало. Говорили, вот бабушки и мамы справлялись сами, рожали в поле, потом тут же вставали, шли косить траву. Вот как молодой маме не стесняться и прийти к психологу, если она наблюдает у себя вот симптомы, которые ваши коллеги описали? Знаете, мне однажды клиентка на днях сказала, ну не на днях, вот не так давно сказала, говорит, ну вы же знаете, в наше время лучше психологом был ремень. Это она говорила про воспитание детей. Вот. Конечно, не было ничего вообще и про поле, и про все остальное вы абсолютно правы. Как не стесняться? А вы знаете, иногда бывает ситуация, когда у женщины достаточно плаксивость повышается. Ну, я думаю, что это такая нормальная совершенно гормональная история во время беременности. Слушайте, приходите поплакать. Не обязательно решать какие-то глобальные проблемы. Не обязательно там прям глобально с чем-то разбираться. Потому что все-таки есть такая мифология по поводу психологов, что если вы придете, вам обязательно найдут какое-нибудь заболевание, не дай бог поставят диагноз и начнут вас активно залечивать. Да неправда. Первая вещь, во-первых, абсолютно практически все задачи можно решить и можно их разобрать. Ничего катастрофического, как правило, никогда не происходит. А если хочется просто поговорить, и чтобы вас не осудили, а реально выслушали, приходите к психологу, потому что у меня в опыте есть несколько беременных клиенток, которых я ввела, потому что я сама, у меня беременности обе были не очень простые. У меня не было послеродовой депрессии, но у меня были очень тяжелые беременности. И были очень тяжелые эмоционально. Я с удовольствием работаю с этими женщинами, потому что я понимаю, что это очень непростой период в жизни. Поэтому иногда там, знаете как, беременные женщины очень любят с мужьями разводиться именно во время беременности. Я со своим мужем, кстати, 2 раза разводилась. Он до сих пор смеется, потому что у него осталось 2 записки, которые я ему писала, собирая вещи и выгоняя. На что он говорил, с ума сошла женщина. Вот. Ну, то есть какие-то такие штуки. Я просто хочу такой посыл сделать беременным женщинам. Девушки, если вас вот так вот качает и мотыляет, это нормально. Как мне сказал один гинеколог, знаете, то, что у вас настроение скачет, говорит о том, что у вас нормальная женская гормональная система. Поэтому это все нормально, приходите, с этим совершенно спокойно можно разбираться, и с этим можно жить. И жить хорошо. Вот, на этой ноте «жить хорошо» я поблагодарю наших экспертов, что помогли зрителям разобраться немного в себе. Елена, Алена, Ксения, спасибо. Ну а что же, всем нам я желаю гармонии, психологического здоровья и стрессоустойчивости. Меня зовут Ирина Ефимова, я прощаюсь с вами до завтра. Смотрите программу «Якутия Лайв» по будням в 19:15. До встречи в эфире.